Селям алейкум, всем вам лидоствар. С вами Ильвина Чекиева, и это программа, в которой каждый раз мы стараемся удивить вас новыми рецептами. Показать себя хорошим кулинаром, удивить семью и близких можно только благодаря хорошему рецепту. Поэтому сегодня мы приготовим блюдо турецкой кухни под названием пиде. Поделится рецептом национального блюда талантливый, обаятельный руководитель крымско-татарского ансамбля «Фидан» Ильмар Усейнов. Народные крымско-татарские танцы пронизаны вековой историей. Высочайшая ценность, духовная культура, национальные традиции – все это можно почувствовать, лишь глядя на тонкость и изящество настоящего хореографического мастерства. Герой нашей программы Ильмар Усейнов с детства был окружен этим искусством. Любовь и уважение к национальным танцам вдохновили Ильмар-бея на создание крымско-татарского танцевального ансамбля «Фидан». Сегодня в ансамбле занимается более 80 детей в возрасте от 2 лет и старше. Каждому ребенку Ильмар-бей уделяет особое внимание. Благодаря желанию и стараниям нашего героя, народные танцы бережно сохраняют традиции и культуру крымских татар. Сегодня Ильмар-бей поделится изумительным рецептом турецкой кухни в программе «Софрага буюранас». Селям алейкум, Ильмар Бейка. Хорошо, что вы пришли сегодня к нам в гости на любимую программу. Алейкум селям, Ильвин. С чего начинается утро выходного дня? Ну, наверное, как и у многих людей, со стакана воды, а потом уже и кофе. Как началось ваше сегодняшнее утро? Сегодняшнее утро у меня началось в беганине, потому что я немножечко проспал. Главное, нашли время для того, чтобы прийти к нам в студию и порадовать наших телезрителей изумительным рецептом. Ильмар Бей, что мы сегодня будем готовить? Я знаю, что это блюдо турецкой кухни. Да, мы будем сегодня готовить блюдо из турецкой кухни, так называемая турецкая пицца. Это пиде. Все-таки пиде готовится с разной начинкой. Ее как можно сделать и с сыром, как можно сделать овощную, мясную, куриную и так далее. На ваше усмотрение. Но мы сегодня выбрали именно это куриное филе, помидорчики, болгарский перец, сыр, яйца, мука, ну и специи, пряности. Все, что необходимо. Хорошо. С чего мы начнем? Ну, как обычно, с теста. Хорошо, приступим. Для того, чтобы начать замешивать тесто, мы возьмем то, что нам нужно. Это мы возьмем дорожечку, естественно. Тык-тык-тык. Тарелочку. Ну и самое главное, приступим. Так, возьмем ложечку. Опа. Сколько муки нам нужно? Ну, где-то, может быть, в зависимости, если насколько ты делаешь. Если это штучки на 2-3, то там можно и стакан муки. То есть нужно смотреть в зависимости от консистенции. Я на глаз. Нам сколько яиц нам нужно? Одно яичко. Для замешивания теста каждый использует там по своему содержанию. Я делаю это мука, одно яйцо, немножечко добавляем соль, воду. Это так меня учила мама моя. Что тесто замешивать нужно всегда соленой водичкой. Размешиваем его. Ильмар Бей, правда, что тесто пиде должно быть липким? Ну, наверное, не сколько липким, а сколько более такое мягкое и не твердое тесто, для того, чтобы оно тянулось. Мы же будем после того, как замесим тесто, мы будем придавать форму ему. И для того, чтобы придать форму, нужно, чтобы оно было пластичное, скажем так, по-танцевальному. Почему именно это блюдо вы решили сегодня приготовить? Особая любовь? Да, наверное, не сколько любовь, а любовь к Турции, наверное. Вообще, дело было так. Когда я ездил на гастроли в Турцию, там я первый раз попробовал, что такое пиде. Мне так это понравилось, что я приехал когда домой, решил попробовать. Ну, на вид действительно как пицца. Да. Совершенно как пицца. Ничем не отличается. Если можно, мне растительное масло. Да, конечно. Ильмар Бей, я знаю, что вы очень любите готовить. Откуда такая любовь к кулинарии? У нас вся семья такая. Вся семья, которая любит очень сильно готовить. И у нас в роду мужчины все готовят. Но мы готовим не сколько на кухне, а сколько на улице, на очаге. Это вот мы любим. Но мы готовим такие, опять же, крымско-татарские наши народные блюда, которые насыщенные, масляные, жареные. По-крымско-татарски настоящие восточные блюда. Да. И когда мы были на гастролях в Турции, я увидел, как это, вернее, даже не увидел, а попробовал это блюдо. И мне настолько оно понравилось, потому что оно было такое пряное, оно было острое. Сочное. Тем более нам подали на стол в разном виде. Это блюдо готовится с начинкой разной.
Есть и с брынзой, есть и с сыром, есть и с курицей, с фаршем говядины, с фаршем баранины, овощной. И мне так это понравилось. А какая начинка вам больше всего нравится? Я не привередлив в этом плане. Единственное, да, немножечко так к баранине могу так. Но главное, здесь чтобы потом- мяса было побольше. Мясо, да, побольше, но единственное, что я немножечко баранину, скажем так, сильно не люблю. Эльмар Бей, давайте будем знакомиться. И начнем мы с самого детства. Что вы помните из этого прекрасного времени? Ой, детство у меня было шикарное. Я вообще не был проблемным ребенком никогда. Я был такой послушный, отличник в школе. Очень, на самом деле, стеснительный, но стеснение у меня очень быстро проходит. Каким Я- образом, как вы это делаете? Я не знаю, я просто вот так как-то выхожу на контакт с человеком, и у меня сразу это стеснение. Если меня человек поддерживает, в плане, я имею в виду, раскрепощает немножечко, дает немножечко мне расслабить меня самого, и тогда я сразу уже все, я вхожу в норму и общаюсь уже спокойно. Если вы переживаете, то с вами рядом такая ведущая обаятельная. Думаю, что у вас все будет хорошо. Это И точно. стеснительность сама по Так, себе уйдет. смотрите, мы сейчас переходим уже на стол. Мгм. Мы замешиваем тесто. Вот видите, оно у нас немножечко такое уже, вот вязко такое. Да, воздушная, да? Да. Эльмар Бей, каким вы были учеником в школе? Я знаю, что вы принимали участие во всевозможных общественных мероприятиях. Ух ты! Откуда у вас такая информация? В мероприятиях, да, ну, в основном, это все началось у меня с садика. Я не пропускал никакие утренники. Активным был ребенком вообще по детству. Не стесняясь, рассказывал стихи, танцевал, прыжки, утренники, там, в спектаклях. И волка играл, там, и этих всяких детских персонажей мультяшных тоже играли мы все. Все оттуда, наверное, и началась вся любовь к вот этому моему хореографическому, наверное, какому-то искусству, вот именно танцевальному. Эльмар Бей, ну все знают, что вы человек творческий, талантливый. Как же вы все-таки познакомились с крымско-татарскими танцами? С чего это все началось? Кто стоял у истока? Очень интересно, расскажите. Началось все с Узбекистана. У меня сестра танцовщица. У меня сестра танцевала, и когда я был маленький, она водила меня на свои репетиции, и я стоял на сцене, когда они репетировали, и сзади там что-то пытался То есть в Узбекистане, повторить. да, Да, еще? да, да, еще в Узбекистане. И я еще тогда уже пытался там что-то за ними повторить, там руки, ножки и так далее. А когда переехали в Крым, уже, наверное, где-то спустя год, Анашка у меня была в Жен-лиге, и там вот туда входила в Жен-лигу Джамиля Усманова. Мама спросила у нее, что, я говорю, да, вот есть такой коллектив у меня, если есть желание, без проблем приводите нет? да, детей. И я вот попал туда, как говорится, в ансамбль Джамиле под руководством заслуженной артистки Джамиле Усмановой. Какие Вот, у вас были впечатления? Ансамбль большой. ну, во-первых, начнем с того, что я не знал, кто это. Да? Ну, потому что я родился в Азии, и я так сильно этим не интересовался никогда. Я же не думал, что я когда-то свяжу свою жизнь с этим. Вот. И для меня Джамиля Усманова такая изящная, такая красивая, колоритная женщина. Когда началась репетиция, я увидел, какая она строгая. То есть она умеет это совмещать. Да, она это все умеет совмещать. И помимо, говорю же, вот это все, что в ней хорошо? То, что она держала этот весь коллектив, и дисциплина была, и в то же время может найти минутку пошутить с детьми. Потому что же это дети. Я сейчас сам с этим столкнулся, когда я создал свой коллектив. Что есть слезы, есть улыбки, нужно как-то к этому ребенку подойти, как-то какое-то нужно слово найти, что-то сказать, чтобы ребенок успокоился. Вот в Джамиле, наверное, вот это все и было. И есть, естественно. Главное найти ключик необходимый. Да. Вот смотрите, Левин, мы, в принципе, замес у нас прошел. Мы ложим его в тарелочку и Хорошо. немножечко даем постоять тесту. Приступаем к начинке самой. Для того, чтобы начать делать начиночку, мне нужна досточка, нож. Конечно. Возьмите себе тоже досточку, Эльвина. Всегда рада помочь, Эльмар Бей. Да. Для того, чтобы приступить к начинке, я буду разделать мясо, ты будешь разделать овощи. Овощи нужно разделать все полностью кубиками, и мясо тоже кубиками. Приступаем. Эльмар Бей, вот вы рассказывали о своем первом знакомстве с преподавателем. Как вы думаете, насколько все зависит от преподавателя? Большая ли это ответственность? Ну, вообще, преподаватель, учитель в школе или, там, я не знаю, в университете, это очень важно, потому что к любому ребенку нужно всегда находить подход. Особенно, когда ты занимаешься с маленькими детьми, наверное. Каждому ребенку нужно найти свой подход. Все дети разные. Кто-то плачет, кто-то, наоборот, там, не понимает, о чем идет речь. Из-за этого нужно с каждым как-то, я не знаю,
психологически, скажем так, подойти к этому и найти какую-то дорожечку, какие-то нужные слова, чтобы объяснить ему. Смотрите, Ильмарби, очень много нюансов. Как вы сразу поняли, что это именно то, чем вы хотите заниматься всю жизнь? Началось это все с того момента, когда я пришел к Джамиле Ханум в ее ансамбль. Именно вот она, наверное, вот зародила всю любовь крымско-татарского искусства во мне. Потом в дальнейшем менялись педагоги у меня, взрослел, менялась работа, скажем так, уже закончилась школьная жизнь, началась университетская жизнь. Когда закончил школу, стояли передо мной два выбора, куда идти. Потому что помимо танцевального искусства мне очень нравились языки. Но все же танцы перетянули. Танцы, да, перетянули. Взяли свое. Да. Куда же вы поступили? Ну, я поступал в два университета. Киевский национальный университет имени Поплавского и в КНЕО наш, который был в Крыму, Киевский национальной экономики. Поступил в два, но так как один был коммерческий, второй был коммерческий. Пришлось забрать где-то документы? Да, потому что в два университета я бы не потянул, потому что уже в то время, когда я закончил школу, было немножечко тяжело и моим родителям, и, наверное, было бы и мне. Потому что с 14 лет я старался всегда сам заработать денежку. У родителей старался не брать, потому что было, говорю же, тяжело, все строились, только переезжали. Но все же, все это вы прошли, поступили в университет. И остался, естественно, в хореографическом. Оттуда все и вся деятельность и началась. Концерты, постановки и так далее, и так далее. И так как мне оплачивать нужно было самому это, мне как-то было неудобно брать у родителей денежку, и я решил пойти работать. Работать я пришел в Крымско-Татарский театр наш академический. Расскажите об этом опыте. Вот, пришел туда, там был у нас главный балетмейстер Мунир Аблаев. Вот, и он посмотрел, сказал, да, хорошо, там где-то нужно где-то что-то подправить, учишься где-то. Я говорю, да, поступил на хореографическое, только на первом курсе. Он говорит, ну, понятно, кости будут еще расти. Вот. Как бы надо наращивать все это. Эльмарби, смотрите, помидор я уже нарезала, сейчас нарезаю перец. Каким образом я его нарезаю? Вот Перец, да, мы тоже делим напополам, потом еще напополам. И также кубиками режешь и добавляем все туда. А расскажите о первом опыте, вот когда вы вышли на сцену и пришлось попробовать себя в роли актера. Получилось ли у вас сразу? На тот момент в Татарском театре был и актером являлся, и режиссером Ахтем Ситаблаев. И он ставил постановку «Лесовая песня», кажется. И мне дали роль, первая роль моя. Еще плюс я только устроился на работу. Я был самый молодой среди них всех. 17 лет мне было, кстати, тогда. Молодой, перспективный, все еще впереди. Еще и этот, ничего не знаю, ничего нигде. И Ахтем Аха мне дал тогда роль пасынка. Я так готовился к ней. Да, там были у меня 2-3 слова. Там буквально, ну, не слова, а, наверное, 2 предложения. Но я так готовился к ним. Это же такая ответственность. Выйти перед профессионалами на профессиональную сцену и сказать свои 2 предложения перед вот этими заслуженными артистами, чтобы, как говорится, не упасть в грязь лицом. Ну, у вас получилось сыграть? Разговорная речь – это не для меня. Почему? Потому что я очень стеснительный. Эльвина Ханум. Добавляем сюда мяско. Нарезали помидор, нарезали курицу. Пока болгарский перец режется, мы добавляем туда зелень. Эльмарби, помните ли вы свой первый танец? Какие эмоции вы испытывали в тот момент? Ну, я не знаю, такое какое-то чувство, наверное, волнения было в первую очередь, потому что мы учили концертную программу. Мунир Фитаевич меня немножечко водил в программу постепенно, чтобы это было не сильно накладно, но в то же время, чтобы это было быстро и качественно. Выйдя на сцену, наверное, было столько у меня чувств, что, во-первых, переживаешь очень сильно. Первый концерт, профессиональная сцена, столько полный зал зрителей. Полконцерта, когда прошло, я только тогда мог немножечко вздохнуть спокойно. И я подбегаю с большими выпуклыми глазами к Мунир Ага и говорю, Мунир Ага, как? Нормально? Можешь и лучше. Очень было важно, да, одобрение преподавателя? Да, ну Мунир Ага, он сам по себе тоже очень строгий. И второй концерт я еще тщательнее готовился. Все, что сейчас я, скажем так, имею, это благодаря моим педагогам. Это Джамиле Ханум, Мунир Аблаеву, Назире Эмиров, потом в дальнейшем, когда я уже перешел в ансамбль Крым. Эльмарби, то есть каждый преподаватель вас чему-то научил? Ну, естественно, да. От Джамиле я принял, скажем так, зародилась эта любовь к татарскому искусству. У Мунира Ага я уже более профессионально, это не более, а профессионально увидел, как это на сцене выглядит, потому что это все-таки мужчина. Школа Мунира Ага это очень насыщенная, и
Он строгий преподаватель, он дает знания, он требует с тебя это, потому что то, что он хочет видеть, то, что он держит у себя здесь, он это хочет видеть наяву. И, естественно, он это будет требовать с себя. Потом уже, когда спустя, наверное, какое-то время, проработав в татарском театре год-полтора, я перешел в ансамбль «Крым», потому что я понял, что все-таки совмещать артист балета и плюс актерское мастерство, наверное, не для меня. Зато вы нашли себя в танце. Да. Очень все интересно. Ну, сейчас вы являетесь руководителем крымско-татарского ансамбля «Педан». «Педан». Чтобы я тоже Да, не конечно. стоял. Расскажите, почему вы выбрали именно это название? И я знаю, что вы являетесь не одним руководителем, у вас целая группа. Да. Со мной еще в этой области Асанов Усиин и Азиз Мустафаев. Как-то так было, мысль проходила о том, чтобы создать свой ансамбль. Но я как-то боялся с этим столкнуться. Почему? Потому что думал, а если вот придут, а что, если не вытянут, а если не получится, а если что-то... И если, везде присутствовало, в каждом предложении, в каждой проблеме. Очень много препятствий, да? Да. А потом уже, когда немножко, говорю, уже повзрослели, здесь уже были какие-то знания, намного больше, тем более пройдя Джамиля Ханум, Мунира Аблаева, Назирея Мир, плюс еще мы с Хайтармой часто сталкивались, там Ремзе Бакал. Каждую школу ты для себя берешь и мотаешь на ус у себя, и его держишь в памяти, и это немаловажно. Плюс еще университет, там свои педагоги. То есть опыт был у вас большой? Да, ну не скажу, что это, я же не еще... Достаточно, базовое. Да, базовое, да, есть. Когда думали о названии, очень колеблились, там было множество названий, но уже каждый, там кто-то берет, где-то там слышали, хотели не повторяться. И остановились, наверное, на Фидане. Фидан — это росток, и начинается все с ростка. С ростка, да. И потом переходит во что-то большее. Начали делать логотип, начали делать рекламу. Постепенно нашли зал и уже вот как бы и открылись. Аллаха шукур. Сейчас немножечко я прервусь. Да. Все, что мы нарезали с тобой, мы берем соль. Пока я буду заниматься начинкой, вы возьмите, пожалуйста, сыр, половиночку его нужно натереть. Я люблю такое, чтобы пиде было пряное. Ильмар Бей, расскажите о роли преподавателя. Каково вам быть преподавателем? Строгий ли вы, либо добрый? Честно говоря, я очень люблю детей. И для меня слезы детей — это очень... Как бы я не переношу такие вещи. Для меня я сразу все могу остановить всю репетицию и минут 10 заниматься этим ребенком, который плачет. И подниму, и обниму, и так далее. Но в то же время я бываю... Опять же, дети это все мои знают, что если я шучу, то можно шутить всем. Но если я уже говорю, тон у меня понижается, я могу говорить еще ниже даже, чем обычного. Если у меня взгляд, брови поднимаются, то там уже все понимают, что это лучше встать и стоять. По мимике понимаю. Да, потому что потом это будет немножко по-другому. Мы закончили с начинкой, можно немножечко добавить масла. И тем временем уже натерла сыр? Это хорошо. Берем теперь тесто. Вы будете вот видите, оно у нас мягкое. Да, постояло. Это очень хорошо. Ильмар Бей, я знаю, что у вас в ансамбле несколько возрастных групп, и даже есть маленькие детки, которым по 2 годика. Да. Расскажите, какие это группы? Мы коллектив начинающий, у нас только все... Как бы зарождается, скажем так, как и название, так и мы сами. Мы потихонечку, маленькими шажочками, победа за победой, мы идем. Но уже Аллаха шкур, я считаю, по крайней мере, это на сегодняшний день, сделать такую работу за такое малое существование нашего коллектива. Мы уже имеем костюмы, которые мы, естественно, с помощью родителей пошили. Мы имеем постановки уже, танцы. И плюс мы уже где-то на 4 или на 5 конкурсах мы одержали победу. И там, это большая гордость прошлого, вот именно день, когда победил Хабиб. В этот день было выступление, да? Да, в этот день было выступление. Вся вот эта победа, она нас мотивирует. И, наверное, на что-то большее. Идти дальше, работать больше, ставить какие-то другие постановки. Вы бы видели моих вот этих маленьких детей, которым там по 4 года, как они эту медаль держали, как они эту грамоту свою держали. Там же их назвали, там вот, допустим, объявили, там, по имени. Официально. Дали эту медальку. Ой, вы что, там столько радости. Эльмар Ага, это моя. Я могу домой ее забрать. Вы представляете, ради такого только можно приходить, даже уставший, не выспавший, прийти в ансамбль опять и работать с такими детками.
чтобы увидеть такие это замечательные многого стоит, результаты. как говорится, да. Желаю профессиональных успехов, чтобы дети, которые подготовились к данному конкурсу, чтобы одержали победу, и вы, чтобы гордились своими учениками. Смейтесь, да. Мы разделили тесто на 2 кусочка, на 2 шарика и начинаем раскатывать саму лодочку. Человек вы творческий, креативный, придумываете постоянно что-то новое. Как относится жена к вашим занятиям? С моей супругой начали общаться еще до того момента, когда у меня был ансамбль. Я уже работал в ансамбле «Крым». Она уже тогда знала, на что она идет. С кем она хочет связывать свою жизнь. С артистом. Я тогда уже сказал ей, что даже если мы поженимся с тобой, смеется, да, я говорю, уеду на гастроли на месяц. Будешь дома. Сахар. Смотрите, мы тесто раскатали уже, форму дали в виде, вот, скажем так, кривого моего овальчика. Так, берем мы наше тесто и выкладываем его на противень, да? Теперь мы берем саму начинку и начинаем это все. Вот мы положили это все, мы создаем форму лодочки. И мы, скажем так, ее немножечко вот так подтягиваем. Я вижу, что мы уже почти на финишной прямой. Что мы делаем сейчас? Мы закрепляем наши края. Эльмарби, я вижу, у нас сыр лежит. Мы его сразу посыпаем? Нет. Мы сначала само блюдо в духовку отправим. И когда оно уже по мере готовности, мы в конце будем засыпать его сыром. Напоследок мы берем кунжут по краям буквально для красоты кунжутом. Как-то так, пожалуйста. Наше блюдо готово к отправке в духовку на минут 10 при температуре 180 градусов. Ага, хорошо. Так, приступаем. Пока наше блюдо в духовочке, мы будем готовить салат чубан. Эльмарби, в связи с чем такое название чубан? Салат. Знаете ли вы? Да, я думаю, наверное, из-за того, что он быстро готовится и в основном, наверное... Все продукты под руками. Ты мне помоги с зеленью. Давай, помидоры и огурцы возьму я, а ты зелень. Вернемся снова к танцам. С какого возраста можно заниматься профессионально танцевальным искусством? Ну, профессионально нужно, наверное, к этому идти. Почему? Потому что занимаешься ты с детства тем или иным видом деятельности, которую ты выбрал по жизни. И потом оно постепенно переходит у тебя в область профессионализма. На ваш взгляд, что является самым главным в танце? Костюмы, либо артистизм? В танце нету такого понятия «это главное», «это на первом месте». Наверное, там, как и в любой работе, все взаимосвязано между собой. В танце важно все. И танец, и костюм, и харизма, и исполнение. И, ну, как бы все, говорю же, все. Все это в совокупности дает какой-то Естественно, образ. Да. Я с вами полностью согласна. Спрошу свой один из любимых вопросов. Кем вы видите себя через 5-10 лет? В какой обстановке вы себя видите? Я надеюсь, иншаллах, чтобы у меня наш коллектив с ребятами будет все больше и больше и охватит хотя бы охватит масштаб Крыма. К этой мысли мы уже как-то начинаем потихонечку как-то идти, потому что вот мы сейчас открыли филиал ансамбля «Фидан» в Евпатории. Желающие жители Кезлева могут прийти и заниматься. Как проводятся занятия? В неделю 2 раза, да? В Евпатории пока да. Там уже открыли мы студию, там пока занимаются суббота-воскресенье, потому что там пока идет набор. Здесь, в Симферополе, мы занимаемся у каждой группы по 3 занятия в неделю. Хорошо, очень даже удобный график. Эльмарби, я уже вот нарезала наш салат. И я тоже как бы нарезал. Мы сделали такую небольшую порцию, да, салатика. Эльмарби, вот мы говорили о том, кем вы видите себя через 5 лет. А вы сказали, что вы можете помечтать. А чему вы отдаете предпочтение? Ставить цели, либо больше мечтать? Чем больше ты мечтаешь, тем больше ты какие-то для себя открываешь цели. Чем больше ты ставишь цели, тем быстрее ты идешь к ней. Из мечты рождается цель. Да. Салат выложили и выкладываем теперь салатные листья как-то вот так. Сверху, да, так? Обязательно мы ложим лимончик. Мы заправляем салат оливковым маслом. Какие у вас планы у вашего коллектива на ближайшее время? У нас сейчас в ноябре будет 2 конкурса, очень таких важных. Мы очень переживаем за это, потому что нам нужно достойно там выступить. Я уверена, у вас это получится. Да, мы тоже надеемся на это. Но я думаю, уже время подошло, Эльвин, для того, чтобы мы наше блюдо посыпали сыром. Сыр расплавится, будет очень вкусно и красиво. Мы посыпали все сыром и отправляем его в духовку на 2 минуты. 2 минуты уже прошло, я думаю, уже пора посмотреть. Да, конечно. Сыр расплавился, получилось то, что мы хотели.
Аромат неимоверный, да? Мы возьмем, аккуратненько перекладываем его на тарелочку. Вот оно у нас. Какая получается. красота! Эльмар Бей, чем вы руководствуетесь в жизни? Есть ли у вас кредо по жизни? Никогда не отпускать руки. Блюдо наше готово. Мы перекладываем салатик сюда. Можешь подать мне немножечко укропа. Да, конечно, мы сейчас красиво все украсим. Буквально так, Дополним. чуть-чуть. То есть у вас кредо по жизни никогда не отпускать руки, всегда идти вперед, несмотря на преграды, вы не останавливаетесь, машалла, Не двигайтесь. падать никогда духом. Дорогие телезрители, наше блюдо готово. Изумительное пиде, блюдо турецкой кухни и чобан салат. Эльмар Бей, что бы вы пожелали нашим дорогим телезрителям? Здоровья вам самим и здоровья вашим семьям. Успехов! Достигайте всегда своих целей, ставьте перед собой их, достигайте и танцуйте. Танец – это жизнь. Машалла, чох сағолыңыз, Эльмар Бей, что пришли к нам в гости, поделились этими изумительными рецептами. Теперь я знаю, что я буду готовить сегодня на ужин. Аллах рад болсын, что вы меня пригласили сюда, что дали возможность приготовить. Мне очень приятно. А я присоединяюсь к пожеланиям Эльмар Бея. Желаю всегда позитивных эмоций и вкусных блюд. Аш татлы олсун, көрішкенде.